Приветствую, друзья! Телепроект «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red Lazy King. Не Red and Green, чуть было не сказал, это дочерняя точка Lazy King. Со мной Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла Наталья Данилова, этнограф, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории и культуры Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы знакомы уже с Семеном. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И мы наш проект называем «Кулинарное ток-шоу». Надо что-нибудь приготовить. С чем вы к нам сегодня пожаловали? Всем доброго дня! Сегодня я решила приготовить якутскую лепешку, ну, немножко адаптированную, да, вот в современном варианте. Так. Как раз-таки это была идея Иннокентия Тарбахова, нашего уважаемого, и якутский саламат. Ну, по бабушкиному рецепту. Как говорится, кто бы сомневался. Да, хорошо. С чего начнем? Так, сначала начнем лепешку. Да, давайте приступим, потому что это у нас более трудоемкий процесс, который потребует больше времени. Ну, да. То есть это, стало быть, нужно замесить тесто и отправить в духовку. В духовку. Да. В чем секрет, вы же сказали, чуть-чуть адаптированное, в чем различие от традиционной, от пресной лепешки? Это добавление творога. Творога. Да, Так. Творожной массы в нашем случае. Что это дает? Ну, знаете, вот я вообще с детства очень люблю лепешку. Мне всегда бабушка готовила лепешки, и мое вот детство именно с запахом и со вкусом лепешки. Вот как-то вот ассоциирует. Да. Совершенно Которая верно. вот обязательно надавлена этими вилками, вот такие узоры характерные. Это был мой обычный завтрак. И когда вот нюхаю я запах лепешки, у меня сразу мое детство, моя бабушка, наш дом, в общем, вот все это вот ностальгия, да. Теплое, почему такое. мне вот именно вот с творогом понравилось, да? Потому что лепешки получаются, они мягче, и все-таки здесь ПП. Правильное питание. Даже так, да? Да. То есть все, что вы это знаете, но не мудрено, что все женщины умеют готовить, но остается вопрос, любят ли они это делать, как в вашем случае? Ну, знаете, я не скажу, что я прямо гуру, да, кулинарии, да, но как мать семейства, да, я готовлю. Но иногда прям такое вдохновение бывает. Да. Я могу и торты, всякие разные там маскарпоне, не маскарпоне, все это, ну, мастика, все это, да. Все это было, но вот прямо прицепиться к чему-то, да, чтобы это было прям вот такое вот, нет такого. Хорошо, давайте начинаем. Давайте. Так, значит, берем... Какую-то миску. Давайте вот это или побольше? Давайте побольше миску. Давайте. Это для теста? Да, это для теста. Так, как вы и сказали, творог. Так. Ну, если что, вы видите, Семен может вам помогать. Да. А он уже надел, я смотрю, перчатки и готов, видимо, месить. Так, значит, все это мы разминаем. Вот творожная масса, она легче работается, поэтому, ну, может быть, настоящий деревенский творог тоже вот подойдет, да? Скорее всего, подойдет, но я ни разу не делала. Подойдет. Подойдет. Так, подойдет, да? Так, Да. Добавляем топленое масло. Да, Семен ее предварительно уже растопил. Давайте для наших телезрителей мы немножко скажем. 1 пачка обычного творога. Также добавляем полпачки, так тоже называемого вот, нашего знаменитого масла, которое продается в любом магазине. Не будем говорить, какого бренда, потому что они нам деньги не платят. Добавляем кефир, наверное, кефир, где-то 200 граммов. Ага. Вот где-то вот половина Того же бренда. того же бренда. И сюда добавляем соды. Чуть-чуть соды. А так-то, по идее, должны были погасить содой. Ну, я думаю, так сойдет. Можно и так. Ну, видимо, и посолить. Осталось все это размешать. Да. Ой. И Соли. посолить, да, соли. Тоже все на глаз. Все на глаз. Да. Все у нас. Опыт самошиба трудно, как говорится. Замешиваем. Так, муки добавляем столько, сколько возьмет. Тесто должно быть мягким. Плотным, да? Ну, не то, что там плотным, да, а таким вот мягким, податливым. Так, ну, вот, видимо, ложка, или я не знаю, как вы собираетесь это делать.
Сейчас, секунду. Вот. Когда нужно еще обратить внимание, что каждый комочек нужно именно довести до однородной массы, потому что при приготовлении, о дальнейшем разрезе у нас будут такие творожные комочки, которые на места, где это? Да. Где-то... Из этого начнут контроля нужно вот пройтись рукой, размять последние такие комки. И, в принципе, это много времени не занимает. Мы так прошлись, помяли, и все. Так, вот так прямо так добавляем же, да? Давайте, тогда вы замешиваете. Да, Я ну буду и еще Семен, видимо, уже добавлять, решил да. честным заняться. Да. Да, а мы с вами поговорим. Давайте. Наталья, расскажите вообще, что такое этнография? Хотя я это знаю, конечно, да. И почему именно вы этим занимаетесь? И как вообще вы дошли до жизни такой? Так, но это, наверное, вот все имеет с детства, да? Вот сколько я себя помню, это, наверное, 2-3-летний возраст. Я всегда таскала с собой огромный портфель, набитый бумагами, конспектами Еще? папы. Так, да? И я была студенческим ребенком. И поэтому, ну вот мама училась в Москве, папа в Челябинске, поэтому я с 10-месячного возраста воспитывалась у бабушки. И, конечно же, была бабушкиным хвостиком в деревне. Ага. И вот бабушка мне всегда разрешала исписывать вот моими каракулями все бумаги. И дедушкины документы, да, и папины конспекты, и тетради моего дяди, да, который тоже участвовал в моем воспитании у Байбаджим. Вот его тетради школьные, да. И всегда она говорила, Миногом ученый был, то есть моя детка станет ученой. Смотрите. А то, что именно этнография, так еще добавляем. То есть они сами того не зная, они закладывали, скажем уже, так, да, вот будущий моделировать, фундамент, да. моделировали, и у вас уже в голове сидело, что, ну, я вырасту и стану Все ученый. время, да, вот все время вот писала. Ну, надо же. Ага, и потом же, вот я же говорю, вот воспитывалась у бабушки, поэтому я была бабушкиным хвостиком. Какие хитрые родители, шутка. И вот моя бабушка, она вообще-то, она народная певица, народная запевала, очень известный Агохайджит Балбара, вот ее звали Васильева Варвара Мисаиловна. Она Дархан Этечи, кстати, она в 1991 году организовали первый республиканский цех, и вот она получила гран-при, как запевала Дархан Этечи. Вот, Ну, то есть, стало быть, она и дома, скорее всего, исполняла между делом. Да, и знаете, она была вообще таким очень большим знатоком всей этой народной культуры. И сколько я помню, она всегда делала разные обряды, ритуалы, а я во всем этом участвовала. Вот саламаты вместе делали. И я все время расспрашивала, а что ты делаешь? Да, она говорит, мы кормим Анна Лахчинхотон. А я говорю, а кто такая Анна Лахчинхотон? Да, ну, то есть, то есть я все время это расспрашивала, и мне было это очень интересно. Я прям до 14-летнего возраста каждый год, прям вот с годовалого, да, получается, ходила с бабушкой и с ее подружками вот аккурат в Николин день кормить духа хозяйки земли Анна Лахчинхотун и совершать обряд вешания соломы. Вот. И вот я спрашиваю, да, бабушка, кто такая Анна Лахчинхотун? Она говорит, вот для Анны Лахчинхотун мы этот обряд совершаем. И потом она рассказывает, у нее еще есть дети Эреке-Джереке. И вот они ведают растительностью, и от их теплого дыхания произрастает вся вот зелень, да. И потом она дальше рассказывает. И вот когда ты лежишь на земле и рассматриваешь вот сквозь вот эти вот травинки высокие, можно увидеть вот этих Эреке-Джереке. Вы знаете, у меня вообще фантазия была прям вот такая. Да, здорово, ага. Фантазия моя была буйная, и мы вот каждое лето жили в Саилыке, Кубалах он назывался Саилык, и я вот лежа прям вот на траве рассматривала вот эти, я видела эти зеленые Эреке-Джереке, мне казалось, что я их видела. И я прям рисовала, и я прям вот грезила вот этими вот. Это, наверное, до такого
до 7, до 8-летнего возраста я верила, что вот они вот бегают. Ну, потом взрослеешь, но в любом случае меня все это очень заинтересовало, и я прямо вот тогда уже стала интересоваться народной культурой. А потом уже, когда стала постарше, у меня папа, несмотря на то, что он был энергетиком, инженером, он очень любил историю, этнографию, и он познакомил меня с этнической историей народа Саха. Я от него узнала, что мы народ, пришлый народ, да, вот нашей... По одной из версий. Ну, по одной из версий, но в то время, да. Скажем так, по самой распространенной да, версии. Вот в то время вот такая версия была. Про кулунатахскую культуру узнала, про Байкал, про Могойль. В общем, так получилось, что бабушка моя и мой папа вот заложили вот эту основу. И я заинтересовалась этнографией. Так, а мы Давайте сейчас... дальше. Так, дальше нам надо это разделить на маленькие кусочки, на маленькие ровные кусочки разделяем. И уже надо, Так, они видимо... вот, ага, да, и маленькие лепешечки. Ну, так Она у нас у немало меня получилось. Вот, ага, как-то делаем. Так, мукой. Да. Мукой, да? Ну, чтобы не прилипло, да? Да, чтобы не прилипло. Так, что очень много муки. Получается, мы вот так раскатываем. Раскатываем, делаем такие вот кругленькие лепешечки. И они, ну, слегка сдобные получатся. Да, Слегка. Потому что Да, мы все-таки да. соду же добавляли. да. А, ну вот смотрю, Семен уже по-другому месит. А можно я тоже поделаю? Давайте. Ага. Да. Я тоже ручки помыл, все хорошо. А можно даже разные формы делать. Ну, Это вот наподобие порционных тогда лепешек да, да, получается. да. Потому Они что же- очень удобные, маленькие. Ага, взял одну съел. Да. Выпекать мы их будем при сколько градусов? 180, 200, 20, 25 минут. Угу. Хорошо. Опс. Я запомнил, где моя будет лежать. А, возьми. Давайте мы Вот. долепим. Да, хотел Да, вопрос да, и- задать. Как вы вообще относитесь к готовке? Я? Готовите ли вы дома? Ну, конечно, я готовлю Часто или- обязательно. Ну, обязательно ужин. Есть ли у вас когда какие-то любимые блюда? Так, вы знаете, я вот саламат очень люблю. Я часто готовлю саламат, и очень мне вообще вот это вот нравится. А еще я люблю, что я люблю? Ну, все мясное, как Ну, самый всю настоящий саха, да. всю традиционную якутскую еду. Да, вот традиционную якутскую еду люблю. Вафли, которые делает моя мама. Вот мне Бахла. очень- Бахла. Так, вилочкой, так вот. А для чего это делается? Это просто... видите, Чтобы это же уже... пар вышел же, да? А, да? Да. А, я думал просто это узор, а на самом деле она имеет еще и Конечно, какую-то ага. Все, что, технологическую особенность. все, что делали, придумывали наши предки, это все не просто так, а имеет свое значение. Свое какое-то Да, некое да, предназначение да. имеет. И все, на 20 минут. Все, пока Семен уносит, да. Пока Семен уносит. Про наше этнографию. блюдо, да. Что такое этнография? Так, да? этнография – это наука, которая изучает народы. То есть, Этнос. да, происходит Этнос. от слова этнос – народ и графос – пишу, то есть пишу о народе. То есть, как вы в детстве писали, вы начали писать про Да, народ. да, да. А так вообще можно сказать, вот как утверждает моя учитель, мой научный руководитель, очень известный этнограф, ученый Екатерина Назаровна Романова, доктор исторических наук. Этнография – это наука про нас. Это все, что нас окружает.
Конечно, да, то, что вас фундамент такой заложили ваша бабушка, отец, да, но все-таки потом вы уже, ну, я представляю себе, школу заканчиваете, и уже вопрос о том, что куда вы дальше войдете, не стоял. Куда вы пошли учиться? Ну, знаете, я вообще-то готовилась к поступлению, ну, на исторический факультет, да, вот, понятное дело. Ну, историю я очень хорошо знала, у меня были учителя прекрасные. ИЮФ, да? Да, ага. И вот, когда я приехала в город, я узнаю, что открылось новое отделение национальной культуры. И вы знаете, это был, да, нет, это факультет якутской филологии и национальной культуры, вот назывался. И там был самый вообще по всему ЕГУДа университету конкурсное. В общем, ну, там самое конкурсное было отделение. Там на место то ли 30 с чем-то, то ли там сколько было. И вы знаете, я почему-то вот национальная культура, это вот все, что это, да. Как будто специально создано для вас. Да, и причем я была выпускницей народного фольклорного ансамбля Джонкюда Кыталыктар, это село Мар Нюрбинского района. У меня был тоже вот очень прекрасный наш руководитель Григорьева Екатерина Николаевна. Я могла и петь, я могла и на хомусе играть. У меня бабушка была, запевала, да, я ее слухай. В принципе, я могла все это. Я не скажу, потому что я прям звезд хватала вот в какое-то направление, но я в принципе могла делать. И я вот решила поступить туда. Да. Но в первый же день, когда я пришла на творческий экзамен, я, значит, захожу там с девочками, которыми там познакомилась, в одну аудиторию, и я там вижу одну девушку. Потом она стала моей однокурсницей, которую вообще прозвали в народе ангинским жаворонком. Сивцева Варя ее звали прям. Она стояла и пела «Таюк, таюк». Я чуть не убежала. Вот надо было на исторический, вообще куда я полезла. Да, ну типа как бы почувствовали, что конкуренция такая мощная, да, ребята? Да. Ага. Куда я, когда вот такие? Да-да-да. Да, но мне потом говорят, ну а что делать? Я-то уже опоздала, назад дороги нет, говорят, ну ладно, будь что будет. А тогда же еще и, по-моему, было так, что, ну, куда попало, многие места уже не подаешь. Документы подал, все. Все, конечно, да. А это сейчас вот раздолье в 10 учебных заведений, сидишь, ждешь, где тебя возьмут, и выбираешь еще потом. Кстати, да, есть такие моменты. Но я все-таки высший балл получила. Круто. Что вы исполняли в этом творчестве? Я сидели вот в комиссии Василий Васильевич Илларионов, Иван Герасимович Васильев, это Алгыс Уйбан, и известный сейчас искусствовед Ева Ладаровна Покатилова. Ну, я как сразу вошла, конечно, сказала, что я выпускница народного вот ансамбля, что мне делать на хомусе играла, там, таюк все равно я спела, потому что меня попросили спеть, и спела песню, даже потанцевала, все я показала. И тут Иван Герасимович такой вот сидит, говорит, ну что, поставим 10 баллов? Говорит, да, конечно, ставим. Конечно. Все, вы знаете. И уже окрыленная. Да. Конечно. Ну, литературу я всегда хорошо училась, но вот на третьем экзамене я чуть не провалилась. И знаете, кто мне помог? Тоже вот случай. Мне вот тогда вот как-то везло, да? Видимо, вот судьбой мне было это вот бывает же моменты, когда как будто кто-то тебя ведет. Да. И вот я захожу вот на этот экзамен якутского языка, а это же очень тяжелый предмет. Но первый вопрос, ну, перед экзаменами, это, конечно, я готовилась, на консультации ходила, но я как бы знала, а вот второй вопрос, грамматический разбор слова, я вообще не знала, потому что в школе не учили этого. Я там сижу, и вдруг заходит. Типа корень, суффикс, вставка? Нет, ну там вот что-то, я и сейчас не знаю, если честно. Я прям преклоняюсь над своими коллегами, языковедами, как они все это знают. Да? И вот тут заходит прям в такой светлой, в цветастой рубашке на выпуск один пожилой человек, подходит ко мне, стоит и все подсказывает. Я потом узнала, что это был Николай Климович Антонов, наш известный тюрколог. И благодаря ему я получила, конечно же, высокий балл. Опять же,
как будто, ну, кто-то... Да. Да. Хорошо, вы закончили, скорее всего, успешно свое обучение, и дальше что было? Ну, дальше я проработала в мединституте лаборанткой, да, старшим лаборантом. Ну, искала место, да, вот где вот. Но я мечтала работать в Институте гуманитарных исследований. Когда мы учились в 3-м курсе, нас пригласили вот на открытие этого нашего самого института, который открылся на Петровского 1. Да? И вот мы сюда приходим, мы должны были петь «Алгыс», наша преподаватель Людмила Степановна Ефимова. Сейчас она заведует отделением культурологии. Да, вот она нас научила вот этому «Алгыс». Мы сюда пришли. И вы знаете, я прямо там на 3-м этаже стояла и загадала «Алгыс». Я хочу здесь работать. Как сейчас модно говорить, провизуализировали. Да. Что вот где-то Да, там посмотрели на будущее, сказали, все, я здесь буду Я работать. на этом 3-м этаже же поступила именно вот в Центр этнологических исследований Екатерины Назаровны Романовой. Человека, который для меня, вот, когда я училась, прям была вот таким вот гуру, да, вот, на работах которых, можно сказать, я писала дипломную свою работу, да, в общем. Вот так вот я поступила. И более 20 лет сейчас уже вы там работаю работаете. в институте. Да. Саламат. Приступаем сейчас к Саламату. Да. Ага, Но знаете, так. как говорится, сам Саламат сам себя не сделает, надо сделать. А Саламат, он у меня очень простенький, без никаких изысков, по бабушкиному рецепту. Ага, ну вы уже упомянули, что любите его готовить, часто Да. его готовите, но скажите при этом, что для наших телезрителей Саламат это же все равно же, да, имеет, ну, некое ритуальное блюдо. Да. Расскажите, пожалуйста. Ага, якутский саламат – это один из тех тюркских блюд, которые распространены у всех вот у многих тюрко-монгольских народов. На казахском и татарском языке слово «селамет» означает здоровье. И вот, знаете, вот саламат считается тем блюдом, который наделяет человека жизненной силой, жизненной энергией. И поэтому вот обязательно саламатом угощали роженицу, да, человека, который выздоравливает. Да. Ну, жиры. Да. Ну, что куда девать, Ага. как говорится. Да. Растопили. Растопили масло и добавляем 2 столовые ложки муки. С горкой без? Ну, давайте вот так. Так, да? Ага. Может, И там суть... есть венчик? Наверное, лучше венчиком, наверное, будет. 2 ложки муки. Ага, 2 ложки муки. И суть состоит в том, что его все время вот надо вот помешивать. Ну, чтобы, во-первых, комков, да, и чтобы равномерно. да, и чтобы равномерно. И вот насчет ритуального саламата, да, вот, Так. знаете, из-за того, что... Каналники, да? Да, то есть открывается канал между 2, получается, мирами, между миром людей и между трансцендентальным миром, да, и таким образом вот саламат помогает отправлять вот светлым духам, светлым божествам то, что вот люди просят, да, вот когда человек что-то просит, да, когда что-то желает от божеств, от духов, он же кормит, да, вот делает жертвоприношение. И таким образом, вот все, ага, Да? все, ага, чуточку. И таким образом, значит, умасливает, да, вот этих самых божеств и духов, вот этим самым маслом. Опять же, этимология слова масло. Да, на масле, да, умасливаем. Умасливаем. Вот эти все обряды у всех народов называются обрядами умасливания. В пору своего расцвета вот саламат имел несколько видов, которые практически, ну, все использовались в обрядовых празднествах. Например, был такой вот саламат, который готовили именно на растопленном сале, да, вот прямо жиру, да? сало, Внутренний жир, скорее молоко, всего, да, использовали, ага. И вот этот вид саламата употребляли только в горячем
виде, а также обязательно вот этот саламат, он участвовал в обрядах кормления духов. И так, чуток добавить. Огня добавить? Ага, чуток Поболее, огня. да? Ага. Так, начинаем вот так все время замешиваем. Так, существовали еще карьи саламат, то есть саламат поджарка. Здесь саламат готовили тоже из растопленного масла, воды вот горячей, да, и суть в том, что почему поджарка, его готовили до коричневого состояния, он должен был быть не белого цвета, да, а коричневого цвета. Так, также существовал ли такой вид саламата, который называется бардамаска. Слово такое вот неизвестного происхождения, неизвестно, да, вот от какого слова происходит, но Семен Самогатто, это наш первый якутский этнограф, он предположил, что бардамаска происходит от слова барда, то есть гуща, да, то есть это вот густая каша. Как его готовили? Да, его тоже готовили из растопленного масла или вот этого внутреннего жира, да, и все это должно было быть жирным. Если у некоторых видов саламата вот отделяемое масло убирали, вот, например, у бардамаска, да, например, есть еще такой саламат олорбо саламат, а вот бардамаска, он должен был быть очень-очень жирным. Ага. И вот этот бардамаск, саламат, они использовались конкретно для угощения вот этих самых духов. Все, чуточку еще добавим. Уже, это же готовится быстро, уже практически, я смотрю, уже готово, да? Есть еще же, ну, я знаю, астах саламат. Ну, я иногда в ресторан хожу. астах саламат, это, скорее всего, добавляют грибы, мясо. Нет, потом появились позже, да, вот это уже современная интерпретация. Это уже маркетинг. Да, но в древности готовили саламаты, да, в котором использовали внутренний жир и внутренности, вот кобыли внутренности. И они преподносили именно вот в свадебных пирах, они должны быть жирными, да. Кроме того, делали такой же саламат из внутренностей гуся и утки. Они так и назывались: кус саламат, кас саламата, да. Огонь Всё, убираем, мы уже справились. Дать нас постоять. Можно вот сюда мне тряпочку? Ага. Дать постоять, и потом, Закроем когда наши крышечкой. лепешки будут готовы, уже будем Крышечку. сервировать. Крышку. Крышку. Закрыть, настояться, да? Наталья, мы уже упомянули, что саламат – это ритуальное блюдо, да, для кормления духов, проведения всяких обрядов, да. Очень много мнений, да. Я сам лично, как охотник, как человек, который часто бывает на природе, да, кормим духов огня, духов природы, когда мы на дорогу, да, складываем. Но есть ритуалы, как их делать правильно, но есть места, где, вот, допустим, у границы, гора Аладий. Вообще вот в древности, да, ритуальными видами пищи являлись, конечно же, белая пища кумыс, кумыс для восхваления небесных божеств и саламат для того, чтобы просить у духов и божеств благословения. Как раньше делали, да? Обязательно разжигали огонь, да, брали чуточку, вот сварили же, да, саламат. Так. Перед тем, как его не должны вообще попробовать, да, там брали вот немножко хамьяхам саламата и в огонь вот подносили и просили, да, вот то, что просят, да. Именно характерный звук. Да. И тогда треск, вот, начинается треск, это значит, дух огня радуется. Да. И вот знаете, именно дух огня является тем мостиком, да, который соединяет людей с духами и с божествами. Именно дух огня передает. Хатан-Темирия. Да, Хатан-Темирия. И вот, значит, он трескается, все это горит, да, и идет дым. И вот через этот дым и
человек, да, вот прошение, да, мольба, молитва человека доходит до нужного адресата. То есть, если человек хочет что-то просить, да, что-то для себя вымолить, то обязательно использовали саламат. Ойбон саламат и называли. Но не всегда, допустим, в пути есть возможность не только приготовить, да. но с собой его не понесешь. Ну, и для этого путники, например, да, перед тем, как оладью. отправиться в путь, обязательно, опять же, готовили саламат. Все это в туесок себе вот брали, и брали прям с собой, вот завязывали. И вот когда проходили через там перевалы, да, или вот какие-то такие места, тяжелые да, места, вот, ага. вброд именно, да. Ага, и нет возможности вот разжигать костер, они тоже вот брали оттуда немножечко саламата и укладывали на основание там камня или дерева и просили, да, опять же, духа дороги отправить им удачу, беречь их в пути. И таким образом отправлялась. А суть состояла в том, чтобы этот кусочек еды потом, вот какие-нибудь насекомые, да, или птицы, ворон, вот мелкие, да, часто да, бывает, да. что идешь по дороге, кормишь, и сразу Да, кто-то подлетает, вот забирается. это очень хорошая примета. Это значит, ваша мольба услышана. И все, что вы просите... Ну, то есть духи отправили это... своих... Да. И вот, знаете, вот я вам насчет обряда вешания соломы рассказывала. Кстати, да? вот саламат, они однокоренные же слова или нет? Этимология, она как? Ну, этимологию, если поискать, везде можно найти, но все-таки это немножко другое. Ну, я тоже так почему-то думаю, да. Хотя отличие в одной букве. Ну, да. И вот когда, значит, покормили, да, духа Аналах Ченхатун, повесили салама. Кстати, салама – это мостик, Да. ага, по которым вот мольба человека доходит до Аналах Ченхатун. И вот немножко или саламата, или оладьями обязательно угощали людей, да, и вот кусочек оладьи, да, вот возле дерева тоже вот положили, прибегает вдруг белочка или там бурундук, это значит, сама Аналах Ченхатун прибежала. Отправила своих... Нет, это она сама. А, это она сама даже? Да, ну, она сама даже в обличии. Вот существовало вот такое вот представление. Да, я вот упомянул, ну, в наших реалиях на границе мы видим. Но на самом-то вот деле, да, вот то, что мы кидаем тазиками оладьи, это получается, ну, раньше так не делали. Вообще у всех народов, не только у якутов, бросать на землю еду, да, которую отправил Бог, да, там божества, это большой грех. Даже? Да. И суть-то состоит в том, что вот каждый кусочек еды, да, он имеет свою вот душу, да, и вот это вот через эту душу, а это вот оболочка материальная, она и есть оболочка. Там вообще ничего по сути-то и не это, да. Именно вот эта душа должна отправиться к этим духам и божествам. И получается, вот когда мы кидаем вот столько оладий прямо на землю, все это валяется. Это наоборот. Это вот может, очень даже наоборот. Да. Ну, то есть есть свои правила, есть свои... Да, конечно, да. Обязательно есть свои правила. Определенным духам надо преподносить определенную еду. Вот, например, про саламат говорила практически всем, да, духам. Но вот духу горы это самый грозный дух, да, самый обидчивый, да. Он может быть и плохим, да, он может, в принципе, и хорошим. Ну, да. потому что горы, они сами по себе предполагают экстрим. Да, и для того, чтобы умилостивить, да, этого духа горы, что они преподносили? Именно топленое масло. Прямо вот, как говорят сахаларда, у нас лепешечки готовы. Наши лепешки уже готовы. Семен Давайте тарелку. нам Тарелку принес. нашу. Да, Семен, я Сюда думаю, вы можете начнет наложить уже сервировать. Ну и мы потихоньку за разговорами подходим к финишу нашей передачи и к самому приятному моменту, вообще, ради чего мы, собственно, собрались. Приготовить и попробовать, что у нас получилось. Да, и вкратце еще один такой вопрос. Вот традиционное строительство жилья. Я знаю, что ваша диссертация связана с этим, да?
Расскажите, пожалуйста, про это. Ну, какие такие основные моменты? Вообще наши предки, да, очень трепетно относились к выбору места жительства, к строительству своего жилища, да, потому что... Ну, в первую очередь, конечно, высокое место. Не, подождите, нет. Ну, это я как строитель говорю. Так, и раньше как жили? Наши жили по аласам, дисперсно, да, вот. То есть один алас, одна семья, другой алас, другая семья, да. И представляете, не каждый алас подходил для строительства жилища. Это, скорее всего, почему так относились, да, прям вот трепетно-трепетно, потому что, ну, мы же знаем, у нас наши климатические особенности, вот они очень суровые же, да, ну, да. И когда вот холод, конечно, приносит и болезни, и смерть, и чтобы обезопасить себя от всего этого, а раньше как думали, если человек умирает, если человек заболевает, если происходит вообще что-то, всегда виноват злой дух, которых их полно, да везде они сидят, везде мерещатся. И для того, чтобы обезопасить себя, они очень тщательно к этому готовились и совершали очень много таких обрядовых действий, при помощи которых выбирали подходящее место жительства, да, и вот подходящий алас, да, даже вот алас, на аласе строили именно с северной стороны, потому что северная сторона, она самая, получается, освещаемая сторона, и причем вот аласы, они какие? Они у нас вот типа вот кратера же, да? Ага, то есть с северной стороны, получается, вот эти деревья, которые растут вот на этих склонах, они защищают, а с северными ветрами всегда проникают злые духи. Даже так. И вот эта сторона защищена. И потом вот когда тоже начинали искать вот это вот подходящее, их очень просто много. Я, кстати, постоянно веду семинары, я знаю, лекции, что вы проводите лекции, да, ведете беседы. Сейчас вот современным людям, которые строят, ну, не обязательно балаганы, да, но очень много людей строят на своих участках балаганы. Они интересуются, как можно использовать вот мудрость предков при строительстве жилища. Такие, в принципе, можно. Вот, например, когда закладывает вот оклад, да? Оклад, ну. Да, ага. Можно положить, начиная с юго-восточного угла, вот где углы, да, то есть мы обезопасиваем, ну, будем обезопасивать вот этот угол. Вообще у всех народов считается, да, что угол – это место, где собирается зло, ну, вообще ну, все, да, все негативное. Через углы да. могут зайти, да, ну, якобы. Да, и поэтому вот мы туда, значит, белый конский волос, да, вот этот сель укладывает. Таким образом получается, что и себя обезопасили, потому что культ лошади, да, у нас-то очень распространена. Лошадь, да, вот у нас вообще как оберег. И таким образом, чтобы место жилья, оно было мягким, чтобы жилище, да, новый дом принес много богатства, да, чтобы охранял плодовитость, да, вот всего потомства дало. И с этой целью, да, вот делали вот эти обряды. Ну что ж, друзья, у нас все готово. Лепешки Семен наш принес. И давайте, приятного аппетита, давайте попробуем. Приятного аппетита. Да. Ну как? Как саламат? Круто. Но я бы соли чуть-чуть добавил бы. Вы мне сказали чуть-чуть, да? Да. А я вообще без соли. Без соли кушаете. Нет, вкусно. Хорошо. Очень вкусно, да. Реально классический саламат. Я впервые саламат попробовал в гостях, когда был маленьким. С лепешкой. В Чорапче, и сказали, саламат это салумат. Типа. Да, а на самом-то деле это происходит от слова здоровье, да? Здоровье. Угу. Ну, прям так. С якутской лепешкой, вот так. Мамай. Попробовали. И лепешки вкуснотища просто. Наталья, еще раз вам огромное спасибо. И в конце нашей передачи у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для
наших телезрителей? В преддверии нашего самого светлого, главного ритуального праздника Исых хотелось бы пожелать всем, чтобы светлые божества всем отправили свои благословения, а добрые духи сопровождали на всем вашем пути. Да, а я еще расскажу, что у нас сегодня была в гостях кандидат исторических наук, этнограф Наталья Данилова. Наталья, еще раз вам спасибо за очень интересную беседу, за вкусно приготовленные блюда. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Наступающим или наступившим праздником Исых, самым, да, действительно, самым светлым праздником для всего народа Саха. Будьте здоровы и, как говорится, кушайте, как мы всегда. Просто Вкусно. вкусно. Просто вкусно. Да, будьте здоровы.